немножко нарушу традицию, и вот по праву ведущего просто задам первый вопрос именно Георгию Петровичу. Вопрос следующий, Георгий Петрович, вот каково вам вот, в настоящее время тренировать команду на стадионе, который носит имя Александра Прокопенко, вашего такого давнего партнера по команде, вашего друга? И вот с этого давайте начнем. Спасибо. Ну, во-первых, хочу сказать, что очень прекрасно, что такой стадион построили в Бобруйске, и что назвали именем самого выдающегося футболиста Бобруйска, любимца публики всей Беларуси. И, конечно, работать на таком стадионе, он очень уютный, хорошее покрытие, вот, раздевалки хорошие, уютный, чистый, хороший стадион. Конечно, работать очень приятно, и вдвойне приятно работать, что стадион носит имя Александра Прокопенко. Действительно, воистину народного футболиста, которого любят, по-моему, все болельщики. Наверное, единственный футболист в Беларуси, которого вообще не критиковали, его обожали все. Так что мне очень приятно, и что такой стадион, и что тем более он носит имя великого футболиста. Большое спасибо. Ну, теперь уже, мои коллеги, знаю, вы подготовились. Ваши вопросы, пожалуйста, с кого начнем? Елена Липун, Бобруйск 360. Скажите, какие проблемы вы уже видите и как вы планируете решать в команде? Может быть, усилить какие-то позиции? Ну вот мы сейчас работаем над этим, потому что, откровенно говоря, я особо не следил за первой лигой, тем более, в частности, за футбольным клубом Бобруйск. Когда поступило приглашение от руководства команды, я сразу же сел за компьютер, так просмотрел первую лигу, всю, не только Бобруйскую команду, но и всю эту лигу с целью, может быть, кого-то найду знакомого футболиста хорошего, чтобы пригласить сюда. То есть, к чему я веду, что мы большую работу сейчас ведем по формированию команды, но для того, чтобы ее формировать, нужно с этими футболистами хорошо разобраться, познакомиться, потому что возможности футболистов за 2-3 тренировки определить просто невозможно. Поэтому мы постараемся в ближайшее время с этим определиться, на какие позиции нужны нам футболисты, хотя, откровенно говоря, сложно кого-то пригласить, потому что сейчас все футболисты стараются играть в высшей лиге, ну, более-менее квалифицированных, я имею в виду, футболистов, и, естественно, они сейчас едут на просмотры в высшую лигу. Вот. Если там они где-то не подойдут, конечно, мы будем приглашать их, смотреть. Но определенные наработки уже есть, определенных людей уже мы пригласили, но я бы не хотел пока называть фамилии, клубы, с которых к нам пришли футболисты, потому что трансферы, такие деньги любят тишину, так что я пока не буду называть, кого мы пригласили. Когда подпишем конкретно какого-то, мы сразу это будем давать. Скажите еще, если можно, да, я продолжу. Какое внимание планируется уделять детскому футболу в предстоящем поколении? Вопрос понятен, но давайте пока разберемся с главной командой, а потом, конечно, дойдем до детского футбола. Он в Беларуси нуждается в реформировании. Ну, конечно, это дело не одного месяца и даже не одного года. Так что по мере возможностей, если будет заинтересованность детских тренеров, руководство этих детских тренеров, конечно, мы будем оказывать всяческую поддержку и помощь. У нас есть определенные наработки. Мой помощник одно время работал в ФК Минск, в лучшей школе в Беларуси, отвечал за детско-юношеский футбол. У него есть определенная наработка, он больше с этой сферой знаком, и у него есть определенные наработки. Если они будут интересны тренерам, есть руководство этих тренеров, то, конечно, мы поделимся этими наработками. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Еще же газета «Коммерческий курьер». Нет, Ирина Хабрин-Большакова, «Вечерний Бобруйск». Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы уже с тренерским штабом? Оценили ли инфраструктуру клуба? Вот ваше впечатление? Ну, инфраструктура здесь под высшую лигу, это точно. А тренерский штаб, в принципе, приехал мой, который работал со мной в Минске, остался Эдуард Градовой. Вот.
единственный, кто этот вопрос остался. Так что я не такой интерес, это хорошо знаю, тем более своих. Скажите, пожалуйста, а в какой должности будет работать Владимир Трудовой? Качество моего ассистента. Андрей. Еще один ретро-вопрос хотелось бы задать. В советские времена были популярны такие, сейчас их называют выставочными матчами, когда команда высшей лиги приезжала на периферии, играла товарищеских. Вот доводилось ли вам проводить на Волгоградском стадионе матч в качестве игрока Минского развития? Да, конечно. Не один раз мы приезжали сюда. Расскажите немножко, что за это? Запомнилась полная трибуны. Это прежде всего. Яблоку негде было упасть на этом стадионе небольшом, к сожалению. Если бы он, я думаю, 20 тысяч вмещал, то было бы и 20 тысяч на этом стадионе. Потому что наши игры вызывали огромный интерес, и в любом городе, куда мы не приезжали, а сюда мы часто приезжали, потому что Штейнбук был тогда здесь, руководил футболом, у них с Эдуардом Васильевичем были хорошие отношения, и мы частенько сюда заглядывали. Так что запомнилось, это полная трибуны стадиона «Спартак». Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Ну и немножко по кадровой ситуации, если в целом ваше такое тренерское кредо по предыдущим местам работы, это ставка прежде всего на молодежь. Молодежь костяк команды, молодежь прогрессирует. Эта традиция будет продолжена в Волгограде. Либо для решения краткосрочной задачи будет ставить. Вот вы сами, наверное, ответили на этот вопрос. Чтобы решить конкретную задачу, молодежи одной ее не решить. Вот яркий пример — моя работа в Минске. Пришел, за год собрал команду без копейки денег. Мы заняли 4-е место. 2 очка всего отстали от «Динамо» Минск. Тут руководство больше, а не я. Давай играть своими. И прошлый сезон получился очень тяжелый. При определенных ситуациях могли вообще вылететь с лиги. Так что здесь очень осторожно надо подходить к молодежи. Я люблю с молодежью работать. Нужно работать с молодежью, но не так, что взять и всех молодых поставить. Во-первых, здесь две вещи плохие. Результата нет, и молодежь не прогрессирует. Очень сложно молодежи прогрессировать, когда на поле одна молодежь. Когда есть дядьки на поле, как у нас было в Минском «Динамо», когда мы стали чемпионами, у нас было больше половины команды молодежи. У нас из опытных игроков был Саша Прокопенко, которому 29 было, Юра Турнемин, которому 28, Пудышев, которому 28, а остальным от 18 до 23 лет было. Но у нас были дядьки, вожаки, которые вели за собой. И вот этот разумный баланс между вожаками и молодежью мы постараемся найти здесь вопрос. Спасибо большое. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, тут вот, скоро мы увидим товарищеский матч против СБТ. Хотела спросить, что ожидать от матча? Возможно, какие-то тренерские наработки уже можно будет? Работать еще никаких нет, я только знакомлюсь с командой. Мы постараемся, самое главное наработка сейчас будет, чтобы ребята проявили свои лучшие качества. Это и морально-волевые прежде всего, потому что они еще не готовы, они для тренировки все. Здесь прежде всего будем смотреть на морально-волевые, потому что без морально-волевых, как Эдуард Васильевич говорил, Эдуард Васильевич это говорил, я волю ставлю выше, чем мастерство. Я ставлю лично, это Малафеев так говорит, а я ставлю 50 на 50, волю и мастерство. Вот они должны волю проявить в этом матче с чемпионом страны, с нашим, и показать, на что они способны. Вот это мы будем определять. Какие волевые, какие качества чисто спортивные. Спасибо. Еще вопрос? Пожалуйста. К Александру Анатольевичу можно вопрос? Нужно. В прошлом году посреди сезона на стадионе «Спартак» вдруг, несколько лет до этого объявление делал диктор на белорусском языке, вдруг посреди сезона перешли на русский язык. Чем это вызвано? И в этом году
как вообще планируется, обсуждался ли этот вопрос, потому что непонятны даже мотивы, почему такой переход был. Ну, что я могу сказать по этому вопросу? У нас, в принципе, диктор этот может как на белорусском, так и на русском языке общаться. Ну, мы еще не думали про это, но я думаю, что все-таки будем склоняться к белорусскому языку, потому что это наш родной язык, и мы должны его тоже и на футбольных матчах тем более пропагандировать, как бы, потому что у нас очень мало уделяется вопросу белорусского языка. Поэтому, ну, я думаю, в начале сезона мы это все решим, и я думаю, что здесь нет никакой большой проблемы в том, что на белорусском и на русском языке объявляется. Белшина просто была одним из первых клубов, которые стали... Ну да. Я думаю, что мы продолжим эту традицию, и все будет так, как и было. Я думаю, что многих вопросов были первыми в Республике Беларусь, просто это никто не замечал, и как бы так это все шло без рекламы, как таковой, поэтому да. Спасибо. Еще вопросы? Для Бобруйска характерна такая тенденция. Георгий Петрович, для Бобруйска характерны были встречи болельщиков и игроков. Продолжится ли вот эта тенденция, сохранится ли эта традиция встреч? Я всегда за общение с болельщиками. Мы играем и для болельщиков. Иногда нужно выслушать нелицеприятные слова. Ну а похвалу, я думаю, каждый человек любит слушать. Но нужно уметь слушать и критику. Так что критики мы не боимся, можем в любое время с желанием общаться, встречаться с болельщиками, общаться. Еще вопросы? Как вижу, вопросов нет? Нет, есть. Еще есть? Ну, тогда последний вопрос. Да, хорошо, скажите, пожалуйста, а какой вообще стиль сейчас вот ожидается от бобруйского футбола? Если раньше был такой открыто атакующим, будет таким сейчас? Или Ну, я тоже приверженец атакующего футбола, но будет многое зависеть от тех футболистов, которых мы сможем пригласить. Хотелось бы, конечно, играть как Манчестер Сити. Многим так хочется играть, но не всегда это получается. Я приверженец атакующего футбола, и в том году в Минске, и в позапрошлом, когда мы имели состав, мы забили. Вторые были по забитым мячам после БТ, по пропущенным были вторые после Шахтера. Шахтер был на первом и на втором. То есть, когда был у нас состав хороший, у нас была сбалансированная команда, мы довольно ровный футбол показывали в атаке и в обороне. Хотелось бы, чтобы и здесь так было, чтобы мы меньше пропускали и больше забивали. Вопрос лучше. В принципе, еще есть такой вопрос. А почему выбрали Бобруйский? Если, может быть, были другие предложения, почему вы... Не хочу врать. Я еще с Минском не закончился, у меня контракт, мне позвонили из Бобруйска, предложили сотрудничество. С Минском у меня, примерно говоря, последний сезон были такие отношения не очень хорошие, не находили точки соприкосновения во многих моментах. А тут поступило конкретное предложение, я подумал, в этот период других предложений не было хороших. Вот. Хорошая база, хороший футбольный город, почему не поработать? Работать в первой или высшей лиге и со сборной мне большой разницы нет. Нужно просто отдаваться своей работе и выполнять те задачи, которые будут стоять. Я думаю, здесь при определенных моментах можно создать хорошую крепкую команду. Спасибо.